Если вот такие нары были во всех вагонах, ну, почти во всех, были и двухэтажные, на них размещались старики и дети, которые не могли сидеть, стоять, было тяжело. О депортации юноармейцы знают по рассказам старших, но в этот раз они могут воочию увидеть условия и представить, через что пришлось пройти их бабушкам и дедушкам в тесных вагонах. Эту экскурсию в преддверии памятной даты организовал Комитет по делам молодежи. О нелегкой доле депортированных наслышаны и учащиеся 4-й их первой школы Кажева Магомед Зангиев и Ахмед Анташкиев. Ребята признаются, окунуться в атмосферу прошлого и прочувствовать все то, что когда-то пережили их предки, даже сейчас, спустя 76 лет, нелегко. Нам нельзя забывать уроки прошлого, потому что это наша история наших прадедов, наших дедов, которые рассказывают нам с детства, и мы должны, наоборот, даже распространять. Им было очень трудно. Вот когда мы были в этом вагоне, нас не было так много, но все равно там было тесно, а их, как говорят, было 150 там, человек. Вагон-теплушка на мемориале – один из главных символов той трагедии, когда в раннее морозное утро ингушский народ лишился тепла родины. Тысячи были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Лютый мороз, голод и неизвестность стали их спутниками на несколько недель пути. Многие не выдерживали суровых испытаний и погибали по дороге, а те, кому посчастливилось выжить, томились на чужбине долгие 13 лет. Парни и девушки, как вы, вот такие старики же были, вот так, вашего возраста тоже возились, стояли и стоя на ногах переносили этот ужас. Из уст старшего поколения молодые впитывают боль своего народа, уроки прошлого, которые нельзя забывать. Мы должны понимать свою ответственность сегодня перед историей, перед республикой, перед нашим народом, потому что я считаю, что то, что пережил наш народ, и то, как они прошли через это испытание, это подвиг в рамках народа. Мы знаем, что человек может совершить подвиг, о нем говорят, что это герой. Здесь я считаю, что героем явился целый народ, потому что они в этих нечеловеческих условиях, они не сломались, они не прогнулись, они не потеряли свою идентичность, они остались ингушами, они сохранили те принципы, те убеждения, с которыми жили поколения до них. И они передали это все нам, поэтому мы не имеем никакого права сегодня на то, чтобы от этих принципов отходить. Мы не имеем права сегодня ударить лицом в грязь и забыть о том, кто мы есть, и о том, какая большая ответственность лежит на нас. Организаторы отмечают, это не последнее мероприятие, которое они проведут в рамках 76-летия депортации для подрастающего поколения. Мадина Магушкова, Магомед Белакиев, Новости 24.